Доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». 20 апреля на календаре. Начинаем день мы с вами, Полина Долинская и Степан Федоренко. Да, и сегодня в нашей программе вас ждут встречи с интересными людьми. Например, со студентом из Замбии, Матьюсом, автором того самого ролика про снегопад, который облетел все социальные сети, покорил, наверное, всех вообще. Набрал большое количество лайков. А также в нашей рубрике «Говорим правильно» мы узнаем о подводных камнях русского языка, расскажем, какие знаменательные даты и события произошли в этот день. Ну, еще много-много всего самого-самого интересного, позитивного и доброго ждет вас сегодня вместе с нами этим утром. А также, друзья, вы можете сами делиться с нами своими прекрасными событиями. Если у вас день рождения или что-то хорошее в жизни произошло, или вы просто хотите передать привет, вы всегда можете отправлять свои сообщения к нам на номер WhatsApp. Да, этот номер 8 914 273 44 88. Также напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших программ, сюжетов. Все самое-самое интересное. Ну, а начнем мы с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, сегодня в столичных районах столбик термометра показал от 9 до 20 градусов. В заречной группе 6-10, ниже 0. В южных заметно похолодало. Здесь столбик термометра зафиксировал 15-19 градусов мороза. Аналогичная ситуация происходит и в Вилюйской группе от 16 до 25 градусов. В Нижнеленских минус 16 градусов. В западных от 7 до 17 градусов ниже 0. В Колымо-Индигирской группе теплее всего в Зырянке. Здесь сегодня плюс 3 градуса. Ну а холоднее в Чукурдахе. Минус 10 градусов мороза. В Янских от 10 до 19 градусов. На северо-западе морозно. Минус 22, минус 27. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 9 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западно-северо-западный 4 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1 градус. Вот глядя на эту картинку, которая была, вот пока ты читала погоду, я подумал, что я ведь буду жалеть через месяц о том, что зима кончилась. О снеге буду жалеть. Ты будешь, я думаю, радоваться, что лето наступило. Да. Семья лишилась квартиры после того, как отказалась выплачивать кредит, поскольку они считали себя гражданами СССР. А так можно было? Оказывается, да, вот сейчас мы узнаем у нашего новостного обозревателя Василия Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Как было дело? Да, действительно, супруги из Иркутска взяли суду, платить отказались, сказав, что не признают действующий режим и живут еще в Советском Союзе. Но банк высудил у них 1 миллион 600 тысяч рублей, а приставы изъяли квартиру. Все в лучших традициях национализации. Сталина с Лениным не потребовалось. Ну а теперь переходим к главным событиям. Ограничения по коронавирусу усилили в Якутии. Глава региона Исаак Николаев подписал соответствующий указ, который вступает в силу с сегодняшнего дня. Так, основные республиканские мероприятия, конференции, форумы, культурные и просветительские мероприятия запретили проводить в выходные и нерабочие праздничные дни в очном формате. На согласованных с оперативными штабами мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек. Кафе и рестораны, в том числе банкетные залы, будут закрываться на ночное время с 12 часов ночи до 6 часов утра по местному времени. Также вводятся ограничения на количество посетителей за одним столом, не более 15 человек. Столы должны стоять на расстоянии как минимум 1,5 метров друг от друга. Заполняемость зрительного зала в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сократили с 75 до 50%.
Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 26,7% в Якутии. Таковы данные мониторинга Роспотребнадзора с 12 по 18 апреля. На 15-й неделе 2021 года зарегистрировано более 8,5 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 69% приходится на детей. Отмечается, что среди установленных вирусов по итогам недели доминируют вирусы парагриппа. Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в соответствующую программу. Льготные кредиты по ставке до 6% предусмотрены как на строительство частного дома, так и на приобретение земельного участка при условии заключения договора подряда со строительной компанией или индивидуальным предпринимателем. Первоначальный взнос составит 15% от занимаемой суммы. Ожидается, что такое решение позволит более 20 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. По поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи с детьми. Эта тема одна из приоритетных. Сейчас действует целый пакет ипотечных программ по льготной ставке, в которых заинтересованы и покупатели, и застройщики. Речь идет о программах по приобретению жилья в новостройках на сельских территориях, а также на Дальнем Востоке. Кроме того, семьи с детьми могут взять кредит на приобретение жилья по льготной ставке до 6%. Покупка квартиры – мера востребованная. И теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Строительство берегоукрепительных сооружений в селах Пригородный и Старая Табага планируют завершить 21 апреля. Об этом сообщили в мэрии Якутска. На настоящий момент строительная готовность укрепления берегов в селе Пригородный составляет 85%. На проведение берегоукрепления выделено почти 14 миллионов рублей. В селе Старая Табага стоимость работ составляет чуть более 7 миллионов рублей. Строительная готовность объекта превышает 93%. Пресс-показ фильма «Сердце солдата» состоялся в Якутске. Прокат картины молодого режиссера Руслана Тараховского стартует 29 апреля во всех кинотеатрах Якутии. В основе военно-биографической драмы трагически оборвавшаяся в 27 лет жизнь Тимофея Сметанина. Фильм отдает дань уважения бесстрашному воину и талантливому писателю к его столетию, которое в республике отмечали в 2019 году. Роли исполнили артисты Саха-театра и Русского театра. Наш фильм «Сердце солдата» снят по произведениям и по биографию Тимофея Егоровича Сметанина. Какие у нас замечательные, выдающиеся люди прожили, и как они добивались нашу великую победу, об этом наш фильм. Мы хотим сказать молодым людям нашим, что историю обманывать нельзя. Наши деды добыли нашу великую победу. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну что ж, Полин, что нужно делать, чтобы укрепить свой иммунитет? Ну, я думаю, нужно, во-первых, правильно питаться, следить за своим здоровьем, укреплять свое здоровье. Ну и, как минимум, делать какие-то хотя бы базовые физические упражнения для того, чтобы поддержать силу и бодрость духа. Да, и прямо сейчас общеукрепляющая, как говорил классик, утром отрезвляющая, если жив пока еще, гимнастика. Доброе утро. Меня зовут Федор, фитнес-инструктор из города Нерюнгри. Сегодня мы с вами проведем функциональную тренировку. И первое наше упражнение – это приседания. Обычные классические приседания с широкой постановкой ног. Это упражнение можно чуть усложнить, приседая, касаясь руками пола. И для тех, кто чувствует себя более подготовленными, можно еще больше усложнить это упражнение, приседать с упрыгиванием. Данное упражнение надо делать минимум 15 повторений. Второе упражнение – это классические отжимания от пола. Для тех, кто не сможет сделать классические отжимания, можно сделать их с колен. Либо все то же самое, но касаясь пола. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений.
Следующее упражнение. Выпады. Выпады с опорной ногой на месте. Вперед, назад. И после 12 повторений меняем ногу. Назад, вперед. Следующее упражнение с упора лежа. Мы встаем на один локоть, потом на второй локоть и обратно. Также для тех, кому будет это сложно делать с прямых ног, можно делать с коленок. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений. Следующее упражнение называется конькобежец. Почти все то же самое, что и с выпадами, только противоположной ноге мы подводим руку, другую руку отводим назад и меняем положение. Стараемся наворачивать корпус вперед для большей растяжки мышц ягодиц. Следующее упражнение под названием скалолаз. Подводим ноги к локтям. Не меньше 15 повторений. И еще одно упражнение для самых подготовленных. Это так называемые бёрпи. Можно его делать также без прыжка. Спасибо за внимание. Доброго дня. Ну что ж, все немножечко взбодрились, делая бёрпи, надеюсь. А на очереди у нас рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы рассказываем, какой путь прошла Якутия за 20 лет нового тысячелетия. Каких успехов удалось добиться за это время? Какой была жизнь людей и какой она стала? Каждый день мы рассказываем об одном каком-нибудь интересном факте про Якутию 21 века. И сегодня мы поговорим о людях, увлеченных физкультурой. Физическая активность каждый день. 396 тысяч жителей Якутии систематически занимаются спортом. Физическая активность стала модной. За последние 10 лет спортсменов и физкультурников выросло почти в 2 раза – на 190 тысяч человек. Одна из причин – развитие спортивной инфраструктуры. В городах и селах Якутии появились 177 новых спортивных объектов. Во дворах и парках установили 85 спортивных площадок. Больше всего любителей спорта среди молодого поколения. 3/4 якутских детей и молодежи регулярно занимаются физкультурой. Чем больше спортсменов, тем больше соревнований. В позапрошлом году в Якутии провели 532 спортивных мероприятия. Это рекордный результат за всю историю нашей республики. Действительно, в столице нашей республики, что ни двор, то обязательно есть какая-нибудь спортивная площадка, куда можно прийти всей семьей, где можно позаниматься. Можно также после утренней пробежки именно провести там хотя бы полчаса времени своего, и это будет на пользу. Да, ну и правильно, это путь к здоровью, путь к долголетию, надеюсь. И хотелось бы, чтобы вообще еще больше этих спортивных площадок было у нас в наших дворах. А вот на радость детям и родителям в Хандаге месяц назад семья предпринимателей «Богомаз» открыла первый в Тампонском районе игровой центр «Сафари-парк». Хозяева и они же молодые родители Александр и Анна уверены, что развлекательный центр будет востребован в поселке, где ниша активного семейного досуга была свободна. К
своей мечте Александр и Анна Богомаз шли долгих 6 лет. Для строительства центра они выбрали самое оживленное место в Хандыге. Рядом школа и спальный район. В апреле 2020 года детский центр «Сафари-парк» готовился встретить своих первых посетителей. Но из-за пандемии открытие перенесли ровно на год. На площади в 200 квадратных метров разместились аттракционы с подвижными активными играми. Основная достопримечательность – это большой лабиринт, который одновременно может вмещать до 50 детей. Сборкой игрового оборудования из Новосибирска занимался сам Александр, поскольку привозить специалистов из Сибири довольно затратно. В течение полугода я занимался сборкой лично сам. Было сложно, было нелегко, потому что тяжелая конструкция лабиринта. Нужно понимать эту всю конструкцию. Очень сложно взять сетку, сделать его, чтобы был безопасным. Но все-таки, несмотря на что, все получилось, чему я очень рад. Кроме собственных средств, в 2019 году Анна, как молодой предприниматель, получила грант в 400 тысяч рублей от районной администрации. 40 тысяч выделила Хандыгская поселковая администрация. На эти средства приобретены сенсорный стол и аэрохоккей. За это время наш центр посетило более 500 детей, которые каждый раз уходили с улыбками на лице и радостными отзывами. Родители очень счастливы, что в нашем поселке открылся такой детский развлекательный центр. Было проведено более 10 детских дней рождений, на котором присутствовали и родители, и дети. В игровом центре «Сафари-парк» созданы зоны для празднования дней рождения, а также места отдыха для родителей. Сегодня мы отмечаем день рождения наших двойняшек в нашем прекрасном новом центре «Сафари-парке». Я хочу сказать огромное спасибо Анне и Александру за открытие такого прекрасного места. Это очень важный объект, важный культурно-досуговый центр для наших деток. Детки счастливы, потому что в условиях нашей суровой зимы наши детки большую часть года сидят дома, так как на улице очень холодно. Теперь у нас появился прекрасный сафари-парк, в который мы можем прийти, поиграть, отдохнуть, детки могут побегать. Молодые предприниматели стараются быть социально ориентированными и предусмотрели для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья дни посещения по льготной цене. В дальнейшем Александр и Анна Богомаз планируют дополнять сафари-парк новым оборудованием, чтобы продолжать радовать своих маленьких гостей. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тамбовский район. А в Якутии заработают проекты по развитию компетенции здоровой бережливой личности. Чем отличается бережливая личность, для чего нужно быть бережливым? Об этом и не только. Мы поговорим с нашей гостьей. Да, с нашей гостьей, руководителем проекта госкорпорации «Росатом», Еленой Эповой. Доброе утро. Доброе утро. Елена, ну расскажите, какое отношение имеет к этому «Росатом» и расскажите про этот проект. Мы работаем с Республикой Саха-Якутия в рамках заключенного соглашения между госкорпорацией «Росатом» и республикой по оказанию методологической помощи в реализации проектов по улучшению. Это внедрение основ и принципов бережливого производства. В целом проект называется «Эффективный регион». На данный момент около 25 регионов уже вступили в данный проект, и, соответственно, мы с ними работаем. А в чем заключается идея этого проекта? Идея такая глобальная заключается в том, чтобы нашим гражданам на территории того или иного субъекта и страны в целом жизнь была хорошая, качественная, доступность государственных и муниципальных услуг, повышение их качества. То есть это вот основная цель данного проекта. Ну, а что нужно человеку, чтобы стать бережливой личностью? Почему это важно? Вообще, чтобы человеку стать бережливой личностью, конечно же, нужно желание измениться. Потому что в рамках внедрения инструментов бережливого производства, неважно, будь то учреждение, социальной сферы, либо это предприятие, это прежде всего, конечно, нужно изменить свои процессы, найти в них проблемы, устранить их и, соответственно, посмотреть немного вообще на свое рабочее место, на выполнение своих обязанностей с иной стороны. И как раз мы говорим, когда работаем с командами в
проекте мы говорим, что люди зажигаются, у них начинают гореть глаза. То есть мы уже говорим о изменении непосредственно личности, да, и как раз проект, да, часть проекта «Эффективный регион», она направлена на формирование или развитие бережливой личности. Если мы говорим о человеке, соответственно, это период от -9, да, когда мы готовимся стать матерями, и, соответственно, полностью весь цикл развития, то есть проходя каждый этап. А вот на конференции «Аспекты развития бережливой личности» данная конференция пройдет с участием представителей Министерств здравоохранения и образования. Почему именно эти направления самые важные в проекте? Потому что в рамках конференции, которая будет проходить сегодня, у нас сегодня торжественное открытие, да, официальное, и завтра мы целый день работаем, мы взяли два основных этапа на пути именно формирования, да, бережливой личности. Это как раз первый и важный самый этап, от -9 месяцев до 3 лет. Да. И здесь, конечно, когда наши детки, они в таком возрасте, родители обращаются прежде всего куда? Да, они обращаются, конечно же, в медицинские учреждения. Это самый возраст формирования детского иммунитета, который в дальнейшем с человеком всю жизнь. Да, да. А второй этап, когда от 3 лет до 21 года, который будет рассмотрен в рамках конференции, здесь уже идет постепенное развитие личности в сфере образования, да, когда с детского сада в школу, из школы в колледж, либо в вуз. И здесь тоже очень важно как раз сформировать вот эти компетенции, да, бережливой личности, в том числе здоровой личности, потому что это очень важно. А вот образование, я бы хотела уточнить, это идет именно в плане развития умственных способностей или также жизнь в социуме? Совершенно верно, да. Здесь комплексно мы подходим. Это и кто я, зачем я пришел, да, в этот мир, что я несу. И также это взаимодействие с людьми обязательно. Вот в рамках конференции, да, аспекты здоровой, бережливой личности мы будем рассматривать в том числе физические аспекты, психологические, то есть уже более такое широкое понятие. В том числе сейчас очень актуальная тема – это, конечно, информационная образовательная среда. Это очень важно для наших детей. Ну и что станет итогом конференции? Итогом конференции будет пул таких инициатив, которые позволят уже при их реализации в определенных учреждениях сферы, в том числе образования, да, то есть если там детский сад, школа, колледж, вуз, как раз последовательно идти к развитию бережливой личности. Но этот процесс, мы понимаем, что это не 1 год, не 2 года, это все-таки на долгосрочную, да, перспективу. Но мы будем к этому стремиться. Большое спасибо за такую интересную, познавательную беседу. Я думаю, каждому из нас это будет очень полезно, тем более сейчас развивать это не только популярно, но и актуально. А мы переходим к дальнейшим нашим новостям. Первоочередной задачей после выхода из пандемии является восстановление экономики. О том, какими способами это планируется, как это сделают, расскажет наш экономический обозреватель Иван Лазаренко. Российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии. Например, использование средств Фонда национального благосостояния, смягчение бюджетного правила и повышение налогов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Конкретные меры объявит на ежегодном послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Оно запланировано на 21 апреля. Агентство отмечает, что экономика России сократилась не так сильно, как во многих других странах. Однако власти хотят ускорить восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций.
Журнал US News and World Report, который занимается составлением рейтингов стран по различным параметрам, признал Россию лучшей страной в мире для старта карьеры. В списке она обогнала Италию, Францию, Великобританию и Катар. Отмечается, что рейтинг был составлен на основе глобального опроса. В перечень критериев входили состояние рынка труда, экономическая стабильность, предпринимательство, равенство доходов, инновации, качество места для жизни и прогрессивность. В исследовании приняли участие 6,5 тысяч человек до 35 лет. Цены на пакетные туры по популярным у россиян направлениям отдыха на май 2021 года выросли на 20-25% по сравнению с аналогичным доковидным периодом 2019 года. Значительнее других подорожали курорты Сочи на 112%, Абхазии на 79% и туры в Объединенные Арабские Эмираты на 45%. При этом путешествия в Москву и Санкт-Петербург, наоборот, подешевели на 5-10% из-за снижения спроса у иностранных туристов. Несмотря на рост цен, на начало апреля спрос на путевки превысил докризисные показатели аналогичного периода 2019 года. Оборот вырос на 30% и количество покупок на 9%. Агрессивный штамм грибка Tropical Race 4, поражающий бананы, может оставить человечество без этого лакомства. Об этом сообщает издание Die Welt. Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокмеле подчеркнула, что болезнь поражает в основном сорт Cavendish, который занимает 95% мировой торговли бананами. Данное заболевание не может быть устранено при помощи специальных средств. Если оно поразит почвы, они могут быть выведены из оборота как минимум на 30-40 лет. При этом для распространения заболевания достаточно лишь частицы почвы на подошве фермера. Эксперты отмечают, что выведение новых сортов бананов, устойчивых к этой инфекции, займет несколько лет. Новый. Еще раз всем доброе утро вторника, 20 апреля. 20 апреля сегодня на календаре, правильно? Все верно. Да, мы желаем, чтобы у вас был хороший день сегодня. Кстати, вот, как ты заметил, в начале нашего эфира, друзья, через 10 дней май. Через 10 дней уже настоящая весна, уже дальше некуда уже откладывать весну. А там уже дачные периоды, уже время выездов на природу всей семьей. В общем, замечательное время, тем более еще такие короткие рабочие недели нас ожидают и большое количество выходных дней. Напомним вам наш WhatsApp номер 914-273-44-88. Присылайте какие-то свои приветы, поздравления для своих Либо близких. делитесь планами на ближайшие выходные. На весну, на выходные дни, на праздничные дни, которые нас ожидают. Какие-то интересные события в вашей жизни, позитивные, о которых должна узнать вся республика. Наш инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко и расскажет нам о последних новостях. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах. Запланировано проведение порядка 270 мероприятий. Это решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу. Основной акцент сделан на повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. В России разработали кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу. Сейчас он проходит клинические испытания. Тест позволит не брать кровь из вены. Из-за этого он более подходит для тестирования детей. Разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Экспресс-анализ с помощью этого теста можно будет сделать практически в любом месте, где человеку оказывается помощь. Но отмечается, что это не бытовой тест, а профессиональная система экспресс-анализа.
Почти 240 выездных контрольных рейдов по контролю соблюдения санитарно-гигиенических правил в предприятиях провели в Якутии с 5 по 11 апреля. Об этом сообщил зампред правительства региона Михаил Никифоров. Контрольные мероприятия проведены в 6 районах и столицы. Это Алданский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Среднеколымский, Хангаласский районы и город Якутск. Всего составлено 14 актов, 14 протоколов, направлено в суд 14 административных дел, проведено 134 профилактические беседы. Мастер-класс по карвингу прошел в Ленске. Это искусство вырезать из фруктов и овощей различные композиции. Организатором мероприятия стало городское управление культуры. Направление для города новое, поэтому вызвало большой интерес ленчан разных возрастов. Занятие кропотливое, требующее усердия и терпения. Мастер умело составляла из фруктов необычные композиции. Также продемонстрировала искусство кулинарного визажа и показала, как правильно пользоваться необходимым инструментом. Мы планируем готовить, проводить такие вот занятия на эту тему, да, и на регулярной основе, чтобы это вот прямо люди записались, это могут даже с семьями прийти, да, мама с детьми могут подходить. Это рассчитано и на взрослых, и на детскую аудиторию. Этнотуристический кластер «Юрта мира» планируют создать на территории Ивено-Бытантайского национального района в Якутии. Проект вошел в стратегию социально-экономического развития арктической зоны региона на период до 2035 года. В документе отмечается, что проект планируется реализовать как отдельный, так и на базе существующих этнографических музеев. Он должен показать самобытную культуру, образ жизни и хозяйственную деятельность коренных народов Севера, познакомить с древними обычаями. Сам этнокомплекс запланирован в райцентре, селе Батагай-Алыта, но также объединит все населенные пункты района. У меня пока все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. И еще одна не такая уж давнишняя новость. Недавно видео студента из Замбии по имени Матьюс буквально взорвало интернет. На нем молодой человек, не сдерживая эмоций, запечатлел себя на фоне наших сугробов, на фоне снегопада в городе Якутске. А я тебе расскажу даже больше. Так как я с этим студентом, с Матиусом, встречалась, он рассказал о том, что просто выложил данное видео на своем YouTube-канале. И только от своих друзей он узнал, что оно в социальных сетях нашей республики получило такую большую признательность и большое количество лайков. И просто в секунды стало вирусным. Я предлагаю вам также, друзья, узнать, что же нам еще рассказал студент из Африки. Для нас, для жителей республики, зима – это обычное дело, но для студента из Замбии по имени Матиос это, конечно же, непростое испытание, которое может подарить большие эмоции. Видео, которое ты опубликовал во время снегопада, оно стало вирусным и просто в момент распространялось. Расскажи, пожалуйста, вот что для тебя снегопады и вообще жизнь в Якутии? Я помню, когда приехал, я просто одевал футболку. И когда я вышел из, аэропорта, я только что понял, почему люди, они смотрели на меня в порту. Вот. А когда ты приехал, это сезон какой вы месяц? Это уже было зимой в конце октября. Но я подумал, что зима, наверное, нормальная зима, но кажется, это другая зима. А ты уже успел обзавестись именно нашим типичным якутским гардеробом? Это теплая куртка, ватные штаны, может быть, унты? Ну, кроме унты, все у меня есть, да. Ты сейчас стараешься развивать свой YouTube-канал, где рассказываешь именно об особенностях природы в Якутии. Сколько у тебя уже подписчиков? Я заметил, что мало народ знаю про Якутию. Я решил, что я буду снимать про Якутию и вот наш университет. Но пока еще канал развивается, у меня где-то, наверное, 300 подписчиков. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself.
Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. По завершению обучения именно в СВФУ, Да. где ты планируешь остаться? В Якутии, в России или же вернуться на родину? Ну, это пока мне очень сложно решать, потому что одновременно, как я уже здесь есть, я хочу, поступить на ординатуру. Вот. Ну, я в конце концов поступлю на ординатуру здесь. Пока я хочу, здесь остаться, не навсегда. I can't keep myself. Allow me to flex. This life I can't keep myself. I can't keep myself. I can't keep myself. Это же замечательно уметь радоваться таким простым вещам, как снег. Которую мы уже перестали замечать в обычной нашей повседневной жизни. И если студент из Замбии купил все необходимое для жизни в Якутии, то в Кемеровской области люди буквально начали раздеваться до нижнего белья. А все это было связано с тем, что более 1700 лыжников и сноубордистов спустились по склону горы Зеленая горнолыжного курорта Шерегеш в рамках ежегодного фестиваля «Грелка-фест» в Кемеровской области в эту субботу. По словам организаторов мероприятия, в этом году гостей ждала насыщенная программа, в том числе и карнавальный спуск и прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах. Хедлайнерами фестиваля стали группы The Harrods и «Отпетые мошенники», а также музыкант Шура. Да, в связи с пандемией участие в мероприятии приняли только жители российских городов. Однако география фестиваля значительно расширилась. Грелка-фест посетили жители более 16 регионов. Организаторы внимательно подошли к вопросу безопасности участников, сделали онлайн-регистрацию на мероприятие, а также установили 2 сцены, чтобы люди смогли сохранять социальную дистанцию. Следить за фестивалем в этом году также можно было и дистанционно. Красиво. Замечательно. Красиво. У меня, знаешь, на самом деле есть мечта, но только не в Шерегеше сделать такой же спуск, а чтобы у нас... В Техтюре. В Техтюре, почему бы нет? Ну, в этом году как-то апрель нас немножко подвел. А мы подвели апрель. Не устроили такого замечательного мероприятия. Ну что ж, далее мы вместе с преподавателем филологического факультета узнаем, правильно ли мы говорим одно всем хорошо известное слово. Доброе утро! Приближается сезон шашлыков. Это многими любимое блюдо мы готовим при помощи специальных металлических стержней, на которых нанизывается мясо для жарения. Мы все прекрасно знаем этот предмет, но уверены ли мы в том, как произносится это слово верно, нормативно? В словаре русское словесное ударение Майи Владимировны Зарвы фиксируется ударение на звуки «у». То есть правильно говорить «шампуры». Давайте говорить грамотно. Всего доброго. Замечательно. Слушай, никогда бы не подумала, что я неправильно произношу слово, которое знаю практически с рождения, наверное. Я тоже, кстати, не знал, что ударение сохраняется. Я говорил все время неправильно. Как и многие из нас, из всех. Зачитаем одно поздравление, которое пришло на наш WhatsApp номер. Доброе утро! Поздравляем Надежду Руслановну Гоголеву с днем рождения. В день рождения чувств красивых мы хотим пожелать, чтоб верили в удачу, чтоб продолжали мечтать, улыбается, пусть счастье согревает, пусть добро, радует, пусть понимание, дарят близкие тепло. Медики ФСС. Мы также присоединяемся к поздравлениям Надежде Гоголевой. Ну, а также пришло самое время узнать, какие еще даты и события выпали на сегодняшний день. 20 апреля – Национальный день донора в России. Также сегодня День китайского языка – один из праздников ООН. По народному календарю вечером смотрели на небо обязательно через окно. Если звезд много, то в лесу будет также много грибов и ягод. Считалось, что какая погода в этот день, такая же она будет и 20 сентября.
20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появились медные деньги. В 1843 году в этот день опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По. 20 апреля 1843 года вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. Причем было два потока переселенцев – государственный, принудительный по инициативе правительства, и вольно-народный. Довольно значительное число крестьян решило мигрировать, чтобы получить землю. 20 апреля 1920 года хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. 20 апреля 1922 года образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии. 20 апреля 1796 года родился Евгений Оболенский, русский князь-декабрист. В 1808 году в этот день появился на свет Наполеон III, президент и последний император Франции. В 1950 году в этот день на свет появился Александр Лебедь, российский политический и военный деятель. 20 апреля 1958 года родился Вячеслав Фетисов, советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель. Именины в этот день празднуют Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия и Петр. Бухгалтерия и аудиторский учет на данный момент – это одни из самых востребованных профессий. Какие новые тенденции внесли цифровые технологии и о чем в первую очередь стоит знать тем, кто решил связать свою профессию, дальнейшую деятельность именно с бухгалтерией? Да, об этом мы сегодня поговорим с Евгенией Марковой, аудитором, главным бухгалтером отдела казначейства отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Доброе Евгения утро. Михайловна, доброе утро. Расскажите, насколько актуальна тема повышения квалификации в современном мире? На сегодня обучение и повышение квалификации всех бухгалтеров, в первую очередь, конечно, главных бухгалтеров, актуально. Есть три важных момента. В первую очередь, бухгалтерский учет и отчетность в бюджетной сфере находятся на стадии реформы. Ежегодно вступают в силу федеральные стандарты. В этом году на сегодня у нас действует 22 стандарта, с 1 января действуют, вступили в силу 7 новых стандартов. Второй важный момент – это у нас в соответствии с вступившими стандартами у нас отчетность бухгалтерская является публичной, она должна быть достоверной, релевантной и соответствовать фактам хозяйственной деятельности. И к этому моменту, наверное, я отмечу такой важный момент, что с 9 июня 2019 года у нас вступил в силу пункт такой 15.15.6 КоАПа, что несет руководитель ответственность за недостоверную бухгалтерскую отчетность. Я думаю, что это один из самых таких основных моментов. Да? И третий момент – вступил в силу стандарт «бухгалтер». И в соответствии с законом, если установлены критерии квалификации к определенной специальности, да, то они обязательны. И вот к требованиям главным бухгалтерам они должны быть сертифицированы. И сейчас я уверена, что мы должны все проходить вот эту сертификацию. Ну, а что обыватели должны знать в сфере бухгалтерии и учета? Ну, я думаю, что в первую очередь каждый из нас является подотчетным лицом. Да? Мы же сдаем каждый год авансовый отчет, что мы съездили на отдых со своими членами семьи. Да? И налоговый вычет. Налоговый вычет, да. И вот подтверждающие документы должны быть, конечно, в полном объеме, иметь соответствующие реквизиты. Обычно бухгалтерия дает памятку при выезде в отпуск. Налоговый вычет, да, знать свои права, социальный вычет. Ну, много моментов, конечно, тут можно рассказывать. А вот по поводу обучения, повышения квалификации, переобучения, вот чему обучают студентов в первую очередь? В первую очередь, конечно, это в соответствии с учебным планом, теоретические знания, да. Но я, конечно, стараюсь дать практические навыки и знания, чтобы каждый студент после окончания университета пришел уже готовым специалистом. Знать все невозможно. Инструкций очень много, это 7 базовых инструкций, бюджетный кодекс, трудовой кодекс, да. И важно в них ориентироваться и знать по логике, как вот структура, иерархия устроена именно нашего законодательства.
То есть, если я правильно понимаю, вот на базе этих 7 структур именно и строятся вот эти остальные новые какие-то правила, да, которые бухгалтера должны У нас знать. есть определенная иерархия. Бюджетный кодекс, в первую очередь, да. Второй уровень – это федеральные законы, федеральные стандарты. Потом идут нормативно-правовые акты, либо субъектовые, либо отраслевые, либо учреждения утверждают свою учетную политику. Какие основные требования к профессии бухгалтера сегодня наиболее очевидны в сфере развития технологий? В первую очередь, конечно, это hard skills, глубокие профессиональные знания, знания этих же 7 инструкций, да, знания IT-технологий новых и, конечно же, soft skills, коммуникативные качества, ответственность, ну и самое, наверное, главное, любить свою работу. А вот вообще, как вы думаете, вот сейчас же идет такое, заменяют, то есть, люди потихоньку... Искусственный интеллект. Да, искусственный Кстати, интеллект. это и есть, потому что на сегодня... Профессия бухгалтер, как думаете, уйдет? Нет. Нет? Нет. Это кладезь информации, и в любом случае человеческий мозг он нужен будет. А так искусственный интеллект есть. Есть робот Данила, который считает заработную плату и так далее. Так что, в принципе... А вот ваше личное обучающее пособие «Порядок проведения инвентаризации в организациях государственного сектора», которое вы выпустили в прошлом году, на сегодняшний день стал актуальным учебным пособием для студентов и коллег. Вот как вам и вашему коллективу удается поддерживать профессиональный уровень и нужные компетенции? В нашей системе есть план и программа обучения всех специалистов. Ежегодно главные бухгалтера 2 раза в год мы обязательно проходим курсы повышения квалификации именно в Москве. У нас есть учебный центр. В прошлом году мы, в связи с пандемией, конечно, онлайн все прошли обучение. И практически именно бухгалтерия, это смета, тоже мы обучаем всех специалистов. И специалистов в управлении, конечно, то же самое. Ну и насколько важно учиться у таких ведущих экспертов бюджетного учета, как Александр Юрьевич Опальский? Я считаю, это уникальная возможность, что ведущий лектор бюджетного учета, зампредседателя комитета ИПБР по бюджетному учету приезжает впервые к нам. Это уникально. Это династия лекторов. Я хочу отметить, кто давно работает, знает Опальскую Александру Лаврентьевну. Она профессор, кандидат экономических наук, тоже давно тоже читает лекции. И я считаю, что Опальский, он обладает великолепной памятью. Он интерактивно проводит лекции, тут же открывает все письма Минфина, он знает. И очень интересно его слушать, он лаконично, доступно и доходчиво доводит информацию. Большое спасибо за такую интересную беседу. На самом деле очень важно, когда у тебя есть наставник или учитель, за которым ты можешь следовать. А иногда бывает, что мы выбираем себе учителя книга. И какую книгу выбрать для того, чтобы почитать самому или дать почитать ребенку, иногда это может стать сложной задачей, но для того, чтобы ее облегчить, мы предлагаем вам посмотреть нашу рубрику «Книжная полка». Здравствуйте, меня зовут Макарова Софья, я ученица 21-й школы 5 Б класса. Когда я была маленькой, книги мне читали бабушка с дедушкой, но все-таки большую роль сыграл планшет, который мне подарили на 5-летие. Мне очень хотелось научиться пользоваться интернетом и играть в игры. Научившись читать самостоятельно, я стала читать маленькие рассказы, которые находила в интернете. И поэтому к первому классу я уже могла свободно читать. Переступив порог школы, я также начала участвовать в многочисленных конкурсах чтецов. А к 5 классу я узнала про новый для меня жанр – фантастику. Меня все больше и больше привлекали книги с названием «фэнтези». И в данный момент моей любимой книгой является «Пардус», который написал Евгений Гаглоев. Раньше пардусом на Руси называли то ли гепардов, то ли леопардов, то ли пантер. Но история идет о мальчике Никите Легостаеве, которому предстоит раскрыть множество тайн и пройти череду леденящих душу приключений. Он теперь умеет превращаться в пардуса. Но кто он? Жертва новейших биотехнологий или же наследник древних оборотней? Неизвестно. Поэтому
Эта книга состоит из 8 частей. Я советую вам ее прочитать. Читайте, узнавайте и фантазируйте. Какая интересная у нас героиня, причем она так рассказывает очень увлеченно, и для своих лет она выглядит очень мудрой. И видно, что ребенок эту книгу прочитал, и даже захотелось мне самой узнать, о чем же эта история. Мне тоже захотелось. Ну, немножко перейдем опять к таким физическим новостям, физкультурным, спортивным. Четырехкратный рекордсмен мира по силовым упражнениям из Казахстана Сергей Цирульников установил новый мировой рекорд по разгибанию калиброванных подков. За 37 секунд Цирульников разогнул 4 подковы, способные выдержать около 940 килограммов. Предыдущий рекордсмен из Литвы справился за минуту с 2 подковами. Рекорд был зафиксирован и официально подтвержден представителем книги рекордов Гиннесса в Казахстане. Цирульников тренируется в этом направлении более 10 лет. Сгибает металлические предметы, разрывает колоды карт. Главным источником мотивации для него послужил опыт знаменитых казахских силачей, называемых полуанами. Вот, я думала, их называли богатырями, если честно. Главная цель мужчины – вдохновить своим примером молодое поколение на занятия силовой культурой, изучение ее истории и культуры своей родины. Вот такой вот казахстанский богатырь. Представляешь, 4 подковы за 1 минуту. Да, в этом году День открытых дверей Центра гражданской защиты Щелково прошел в необычном формате. Кроме традиционных показательных учений спасателей на мероприятии прошел парад корги и специальная эстафета для питомцев. На кадрах, снятых в субботу, можно увидеть собак в костюмах, идущих в ряд вместе с хозяевами. На парад со своими питомцами пришли подписчики корги-спасателям Маруси Леонидовны, работающей в Центре гражданской защиты города уже больше полугода. Владелец Маруси и советник главы городского округа Щелково Леонид Киселев рассказал, что всего на день открытых дверей приехало более 60 человек с корги, а также около 500 зрителей. Ну, знаешь, переходя вот именно от силы к нежности, теперь переходим, наверное, к красоте. Да, на прошлой неделе в Алдане выбирали миссис Якутия, победительница, которая поедет представлять нашу республику на центральном конкурсе «Россия». Да, и мы же хотим сегодня вспомнить несколько ярких моментов этого шоу, в частности, дефиле участницы в национальных костюмах. Замечательной, красивой ноте мы вынуждены с вами попрощаться, пожелать Но только до завтра. Да, только до завтра. Желаем вам всего доброго, отличного, бодрого рабочего дня. До свидания. И всем отличного, конечно же, настроения. Встретимся завтра в программе «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха».